встречайте гостей. К нам в студию пришли замечательные люди. Давайте я представлю всех по порядку. Что-то я взял этот фото. Вот. Друзья, Азиз Бишиналиев. Знакомьтесь, актер театра и кино, все правильно? Правильно. Все, отлично. Виктория сидит на диване с молодежью. Мы как-то разделились, да? Вот старички здесь, молодежь там. Знаешь, Андрей, почему? Потому что вы будете готовить, а мы будем все дегустировать. Хорошо. Амира Махмудова, актриса, и Тимирхан Турсунгалиев, каскадер. Друзья, и всех вот этих людей объединяет одно. Сегодня, 22 декабря, во всех кинотеатрах страны стартует премьера фильма «Телохранитель». Что за фильм? Давайте. Сразу вспоминается старый анекдот про спойлер. И хочется сказать, как в финале этого анекдота. А убийца был парикмахер. А вообще приходите в кино и посмотрите, мне кажется, очень хорошее жанровое казахстанское кино. На мой взгляд, таких жанров в последнее время как-то не очень много было, а теперь будет. Ну, давайте как-то зададим нашим зрителям немножечко интереса и посмотрим трейлер. У нас есть такая возможность посмотреть трейлер к этому фильму. Друзья, не переключайтесь, смотрим. Сдержанная печаль, дань усопшим. Излишняя скорбь, враг живых. Есть работа с телохранителем. Пристегнись. Не хочу. Ну и каково тебе в няньках? Так? Сильнее. Может так? Может так? И вот что интересно. Товар ушел. А деньжат до сих пор еще не видел. У него дочка есть. Приведи мне ее. Что с моей девочкой? Ты мне не отец! Ну вот интересно, у нас все-таки ребята сейчас готовить будут, а вы дома готовите? Кто из вас готовит? Ну, я живу один и готовлю как могу. Да, Сам как Бог бы. велел, да? Да. Ну, как бы иногда получается, иногда нет, но как бы более-менее вроде справляемся. Мгм. Амира, а вы готовите? Ну, я по каникулам приезжаю, обычно готовлю, если есть возможность, но так в школе не очень. Не очень, да? А сколько вам лет? Мне 16 лет. 16 лет. Вы еще учитесь, да? Да. Вот и интересно поговорить о роли. Какая у вас была роль? Какие сложности были в подготовке? Ну, мою героиню зовут Аружан, ей 17 лет, и мы начинали репетировать, ну, то есть разговаривать о моей роли. Вот это все это было очень сложно, потому что некоторые сцены я не до конца понимала, а потом уже вот как мы начали снимать, вообще все очень легко было. Вообще все сцены мне очень понравилось. То есть сразу пришло расслабление, и вы вжились в эту Да, роль, да? сразу. А вот интересно еще такой момент. Какая самая тяжелая для вас была сцена в фильме? Самая тяжелая сцена — это когда мы снимали в подвале, и тогда, ну, вы сами все увидите, но там было очень сложно, как бы, сама обстановка, потому что там, ну, света нет, ничего нет, получается, и надо прям, ну, себя как бы показывать с какой-то другой стороны, поэтому было очень сложно, и вот эти все эмоции было очень сложно. Ну, вы прям интригу такую кинули. Тимирхан, я знаю, что вы занимаетесь... А вы забыли про нас. Виктория, вы Простите, забыли да. про нас. Что вы сегодня будете готовить? Мы будем Кстати, я Кто хочу сегодня будет сказать, заказывать? я хочу сказать, что нам безумно повезло, потому что мы не на кухне, а Андрей очень любит всех заставлять резать лук. А я не могу Так просить что? об этом Азиза, потому что я это сделаю сам, а ему, как настоящему мужчине, доверю резать мясо. Азиз, надо кубиками. Будем готовить. Скажите, Какая Сколько была вешать в оценка? граммах, кубики, сколько миллиметров вот грань должна ну мы быть? готовим вот на нас, на всех. Давайте, наверное, одну вот достаточно. Вика мясо не ест. Ну хорошо, Ну вот. нам больше достанется. Да.
Я ведь не зря позвал вас на кухню, потому что жизнь актера это вот сумасшедший ритм, правильно? Это темп. Сегодня здесь, завтра там, послезавтра вообще, возможно, в другой стране. Сегодня на кухне, завтра в спальне и так далее. Да, вот такая вот жизнь актеров, да. Скажите, часто вы готовите вообще? Ну, когда как, в последнее время как-то редко получается. А был момент, когда я готовил часто и даже, я бы сказал, профессионально, потому что вот с Викой, например, мы познакомились, через 3 месяца будет 8 лет как? Вот На как. кулинарной передаче, Да, где мы да, я стояли помню. у плиты и что-то там готовили. Я, правда, не помню, что. Какая интересная история. И вам за такую интересную Нас историю свела возьмите кухня, лук. можно Давай. сказать. Режу мясо. Хорошо, окей. Дома часто встаете возле плиты? Нет. Чаще стоял возле посудомойки, в смысле возле мойки. Вот. Но недавно купили посудомоечную машину, и я честно люблю мыть посуду. В последние несколько месяцев из-за того, что у нас дома стоит посудомойка, я почти лишен этого удовольствия, меня это расстраивает ужасно. Ну, слушайте, Я могу есть вас совет, пригласить может быть, к себе вы ее в гости. просто Запомните утилизируете. эти слова, этот твит. Заметьте, не я это предложил. Да. Ну, а я хочу задать вопрос все-таки нашему еще одному гостю, Тимирхан. Хочется узнать, вот вы занимаетесь постановкой боев, всяких сценических движений. Что было очень тяжелое для вас в этом фильме? Ну, конкретно для меня, я скажу, ну, начнем, наверное, с того, что это боевик, и экшена там очень-очень много, да. И как бы начиная от подготовительного периода и до фильма у нас был постоянный экшен, постоянная работа с актерами, со всеми боевыми сценами. Я не скажу, что были какие-то прям запредельно тяжелые моменты, но я думаю, что бои там будут на уровне, поэтому как бы легких задач там в принципе не было, да. А репетиция сколько у вас заняла времени? Так, ну, насколько я помню, нам дали около 2 месяцев подготовки, что очень-очень хорошо Да, это для очень. казахстанского кино. И мы готовили актеров очень-очень, как бы... Все актеры делают самостоятельно трюки или есть такие, которые просят, ну, все-таки как-то сделать? На самом деле, замену? наши местные актеры, они очень хорошие. Они действительно стараются работать самим, как бы они... И это классно, это мотивирует. И на самом деле, по-моему, я пока еще не встречал ни одного актера, который попросил бы дублера. Скорее, они сами рвутся, они хотят опасность. Но, Азиз сделал какие-то сложные трюки? скажите нам, Азиз, сделали вы? Да, ну, приходилось. И не только на этой картине. Я, например, на съемках разных фильмов 3 раза ребра ломал. Ух, ничего себе, Да, как это так что- было? Это наш Джеки Чан Ну, казахстанский. если бы у меня еще такие зарплаты были. В общем, я подрос, набрался опыта и понял, что Пускай делает это молодежь. специально обученные люди. У меня не так много ребер осталось. Так, спасибо вот большое вам, что вы нарезали так лук. Смотрите, в чем уникальность этого рецепта? Мы с вами нарезали сейчас курицу кубиками. Вы прекрасно нарезали лук. Прекрасно нарезали лук. Сейчас это все обжарится. Мы потом добавим туда томаты, помидоры, кто как любит говорить. И самое главное, что мы не будем варить макароны. Да Знаете ладно? почему? Да. Потому что мы их тоже запустим туда. Думаете, что-то получится невкусное? Да нет, я вам Конечно, доверяю, потому просто придется ими хрустеть. Нет, в Нет? том-то и дело. Мы их обжарим, потом зальем водичкой, и в течение 10-15 минут готовый завтрак, который стоит в среднем вот 1500-2000 тенге готов. И это будет на 3-4 человека. А я еще вижу тут сыр. Да, но это мы сверху натрем, потому что это будет Отлично. настоящая паста. Если вы еще добавите сюда сливки, будет настоящая итальянская паста. Мне И кажется, мы это будем говорить макароны по-итальянски. по-флотски. Андрей. Это не макароны по-флотски. Кстати, господа, друзья, товарищи, кому как больше нравится, сегодня все делали утром зарядку? Я нет. Тогда у вас есть уникальная возможность, потому что Талгат и Аминат, это наши коллеги, прямо сейчас нам расскажут и покажут отличный комплекс упражнений. Давайте посмотрим. Грудка почти побелела, а здесь я хочу попросить вас помочь. Мне нужен чеснок. Где чеснок? Конечно, как всегда, чеснок в холодильнике. Друзья, кстати, посмотрите, обратите свое внимание. Холодильник Samsung Bespoke, дизайн, который вы создаете сами. Почему это так нужно и важно? Потому что вот эти панели, они съемные. У нас прекрасная оранжевая студия, мы можем сюда поставить прекрасные оранжевые панели. Если у вас красная кухня, поставите красные. Но это еще не все. Обратите внимание, если к вам приходит такое огромное количество гостей или у вас большая семья, вот такого вот холодильника нам уже мало. Что делать? Покупать большой, второй, третий? Абсолютно не нужно. Докупайте первый блок, второй, третий. И вот у вас уже холодильник на всю вашу огромную семью. Чеснок готов. А здесь как у вас дела? А прекрасно. Супер. Я думаю, что телезрители могут нам завидовать, потому что они не чувствуют запах, который здесь есть, а мы чувствуем.
Хотите, я вам покажу хитрость с чесноком? Если у вас нет чеснока, то что нужно делать? Андрей Наши зрители каждый раз уже знают, показывает эту осторожнее, хитрость. чтобы не испачкать. Раз, два, и все, и вы запускаете это сюда. Я такое в Ютубе видел, но сам не делал. Попробуйте, очень удобно. Андрей, знаешь, я хочу спросить у наших, на самом деле, актеров, какие были курьезные моменты во время съемочного процесса? Я начинаю, да? Ну что ж, Да, в фильме я исполнял тоже маленький эпизод. Не знаю, что это была большая роль. Но что мне очень понравилось, то, что это был отрицательный персонаж. Ага. А играть для каскадера отрицательного, это прям, это самое то, быть злым, плохим, всех обижать. Поэтому для меня это была маленькая победа. Как бы, грубо говоря, играешь сам себя. Сам себя? Интересно. Амира, а у вас какой был случай? Ну, для меня это все, мне кажется, сцены в машине вместе с Юкелем, потому что эти сцены тоже как бы показывают меня, ну, с другой стороны, но тоже, как бы я тоже такая немного вредная, поэтому вот Аружан с начала фильма очень вредная, потом она взрослеет к концу фильма, и вот эти сцены такие очень, не знаю, смешные, мне очень легко давалось их снимать. Ну, а я предлагаю переключиться сейчас на небольшую рекламу, а потом вернемся и продолжим наш... Ну, а мы продолжаем нашу беседу с звездами казахстанского кино. Азиз, вы не рассказали свою историю, какую-нибудь курьезную, которая точно затронет сердца наших зрителей? Ну, я не знаю, как затронет или нет, но мне очень нравилось импровизировать в кадре. То есть говорить реплики, которые были не прописаны в сценарии, но которые укладывались в логику сцены, потому что выражение лица режиссера в этот момент для артиста бесценно. А вы еще играли и смотрели на режиссера, да, в этот момент? Но она же после каждого дубля подходила и говорила, что она чувствует, это было прекрасно. В конце концов, все эти реплики решили оставить там. Да, Да. Это прекрасно на самом деле. Ну, дорогие друзья, вот такие у нас звезды на диване. А что посоветуют звезды каждому знаку зодиака на сегодняшний день, узнаем прямо сейчас. Гороскоп на Первом канале Евразия. Ну что ж, друзья, у нас все готово. Я вас зову сюда попробовать, позавтракать, Пойдемте. оценить наше кулинарное искусство с Азизом. Сейчас я знаю, если будет вкусно, Азиз скажет: ну посмотри, как я отлично порезал курицу. Если А будет если будет невкусно, я скажу, вы доделали без меня. Вы доделали без меня. Ложки, вилки, пожалуйста, пробуйте. И пока вы пробуете, кто смелый? Самый Ну, главный аромат- вопрос-то мы не аромат сказали. очень вкусный. Сегодня же, 22 декабря, премьера вашего фильма «Телохранитель». Это верно. Почему нужно идти на этот фильм? Кто режиссер, кто сценарист и как, что ждать? Киньте интригу. Режиссер и сценарист Алена Алмаз, молодой режиссер из Латвии. Почему нужно идти на это кино? Ну, потому что мы там снимались, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это на самом деле будет хороший жанровый фильм, а в новогодние каникулы почему бы не провести время в кинотеатре? Тем более, что «Аватар» уже все посмотрели. Не смотрели еще его не второй смотрела. раз? Да? Ну, вот приходи на «Телохранитель». Хорошо. Тимирхан. Какую сцену смотреть, которую вот играли вы, где вы вот там падали, что-то где-то? Ну что ж, я думаю, вы меня в фильме особо не узнаете, потому что в большей части я там буду каким-то бандитом. Что ж, но я думаю, на кино это точно надо сходить, потому что боевики осмеливаются очень немногие снимать, на самом деле, тем более здесь, да? Так что, я думаю, кино будет очень хорошее. Снимали его в очень хорошей компании. Сколько времени вообще снимался фильм? Около месяца. Да, месяца. Это вот полный метр, это час 60, час 80, да, Но это не стандартно? включая подготовку. Подготовка к фильму была очень тщательная и долгая, а уже сами съемки около месяца. Скажите, Азиз, вот вам позвонили и сказали: Азиз, надо сыграть героя. Вы приехали на кастинг или вас сразу утвердили? Ну, конечно, был кастинг. Да, А как были это кинопробы с разными партнерами. Я знаю, что на мою роль тоже пробовались разные актеры. Это нормальный такой подбор. Скажите, вот это ваша же первая роль? Первая главная Да. роль. Сложно было? Нет. Прям прям вышли, играли и как жили, да? Да. Ну, такого уже не бывает. Меня один раз, знаете, звали в какую-то массовку, я вот встал и говорят: ты не елка, ты не столб, ты должен играть там начальника охраны какого-то. Я вот ходил как робот. А тут главная роль. Ну, были сложные сцены, но чтобы прям очень сложно, я не скажу, что было очень сложно. Ну, правда, помогали старшие коллеги. Ну да. Вот.
А перед премьерой волнуетесь сейчас? Нет, Вообще нет Нет. никакого волнения, да? нет, я наоборот очень рада. Ну, здорово. Дальнейший план. Что? Какое кино вы еще не пробовали и какую роль бы вы хотели все сыграть и попробовать? Самые любимые, мне кажется, вопросы для актеров, да? На самом деле у киноактеров планов никаких дальнейших не бывает, потому что планы, сидишь на телефоне и ждешь, когда позовут на новый кастинг. Вот и все планы. Ну, наверняка же есть роли, которые, ну, вот, я не знаю, там, условно сыграть, как Том Хэнкс сыграл Беги, Форест Гампа, да? Ну, что-то не зовут во вторую часть Фореста Гампа пока. Как только позовут, сыграю обязательно. Вот, вы не пробуете, друзья. Я понимаю, что вы сейчас мне начинаете отвечать. про Каскадер, фильм. начинай первым. Да, пробуй. Проверен на нем, да? Да нет, тут все должно быть Мастерство. вкусно. Это сыр, это помидоры, все свежее, все аккуратно. Мне Порезано. кажется, Здесь мы вместо готовили макарон с вами. нужно добавлять туда еще картошечку. Это говорит человек, который вообще абсолютно не ест мясо. Ну Вкусно. Божественно. Такой взгляд был сейчас, такая оценка, серьезно? да. Ваш вердикт? Это правда вкусно, но больше всего меня удивляет то, что это так быстро было сделано. Да, да. А у Андрея всегда все горит на плите. Все очень быстро. В общем, друзья, большое вам спасибо, что вы пришли к нам в гости. Я советую всей стране сходить в кино сегодня и в течение месяца смотреть кино «Телохранитель», потому что там играют такие замечательные, прекрасные, общительные, добрые люди. И самое главное, друзья, вам спасибо, что пришли. Да. Спасибо, что позвали. Елки уже все нарядили? Да. Я еще нет. Вы еще нет? Гирлянду Новогоднее купили? настроение есть? Нет. Это А гирлянду здесь да. У купили? нас все наоборот. Гирлянду на елку купили? Нет, пока. Знаете как? Вот это самая главная проблема для мужчин, когда нас супруги отправляют, иди купи гирлянду. Ты же не знаешь, какая длина у гирлянды нужна. И как чтобы ее замотать, рассчитать, и как самое ее главное, рассчитать. да? Вот прямо сейчас сюжет о том, как рассчитать гирлянду на елку.